15 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,50 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2112 до 10,05 сомони, 1 евро от 10,5022 до 10,40 сомони, 1 российский рубль от 0,1640 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно опускаются на сомнения в перспективах спроса на сырье в Китае. Цена на нефть марки Brent составила $92.87 за баррель, марки ВТИ – $85.36 за баррель. Цена на золото во вторник утром уменьшается. Укрепление доллара сдерживает спрос на драгоценный металл и составляет $1775.15 за тройскую унцию. Промышленники Таджикистана обязались в течение 5 лет увеличить производство промышленной продукции в 2,5 раза с 38,8 миллиардов сомони в 2021 году до 95 миллиардов сомони в 2026 году. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Ожидается, что за этот период объем экспорта промышленной продукции увеличится в 2 раза. Планируется построить и сдать в эксплуатацию 870 новых промышленных предприятий. Данные поручения руководства страны в министерстве связывают с важностью индустриальной отрасли для дальнейшего развития экономики страны, а также объявлением 2022-2026 годов годами развития промышленности. Доля промышленности в ВВП республики в 2026 году, согласно плану мероприятий, приуроченной к объявленной пятилетке, должна составить 26%. В министерстве подчеркивают, что для достижения этой цели промышленники страны будут использовать все имеющиеся возможности. Между террористическими компаниями и санаториями Таджикистана, Узбекистана и Ирана подписано более 50 новых документов о сотрудничестве. Об этом отмечалось на региональном форуме по развитию туризма, который состоялся 12 ноября в Душанбе. Как сообщает Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, в рамках форума на выставке была представлена продукция ручной работы таджикских ремесленников, туристические возможности и состояние обслуживания туристических компаний Таджикистана. Делегация Исламской Республики Иран во главе с послом Ирана в Республике Таджикистан Мухаммад Таки Собери выразила заинтересованность своей страны в укреплении сотрудничества в развитии различных направлений туризма, в том числе историко-культурного, экологического и оздоровительного. Также на форуме подчеркивалось, что Узбекистан входит в первую десятку стран, из которых наибольшее количество туристов посещает Таджикистан. В делегацию Республики Узбекистан входил посол Узбекистана в Республике Таджикистан Эргаш Исматов. Таджикистан почти на 50% увеличил экспорт хлопковолокна за 9 месяцев текущего года. По сравнению с показателями января-сентября прошлого года объем продажи хлопковолокна увеличился на 2,1% по весу и на 49,4% по стоимости. По данным таможенной службы республики, за указанный период хлопок волокно экспортировано в объеме более 57,4 тысяч тонн на сумму более 146,4 миллионов долларов. География экспорта таджикского хлопка – страны Европы и Азии. По данным Министерства промышленности и новых технологий, в стране функционирует около 30 предприятий текстильной промышленности, общая перерабатывающая мощность которых составляет до 100 тысяч тонн хлопка в год. В стране в основном осуществляется первый этап переработки хлопка, то есть производится пряжа, и штучные предприятия республики доводят его до суровой ткани. Российские железные дороги просят казахстанскую сторону снизить тарифы на перевозку зерна, об этом сообщают «Ведомости». Письмо с обоснованием было направлено еще в сентябре. По информации пресс-службы РЖД, в сентябре казахстанской стороне было направлено письмо с обоснованием необходимости снижения действующего тарифа. По нормам Евразийского экономического союза транзитные перевозки по территориям государств, входящих в него, осуществляются в соответствии с тарифной политикой СНГ, где ставки выше, чем тарифы на внутренние перевозки по железной дороге. 8 ноября этот вопрос обсуждался на закрытой встрече менеджеров РЖД с депутатами «Единой России».
Вице-президент Российского зернового союза Александр Карбут считает, что в нынешних условиях, когда поставки зерна осложняются санкциями, ввести продукцию через Казахстан невыгодно, так как соседняя республика получает конкурентное преимущество, позволяющее перепродавать российское зерно. Как объясняет Корбут, фактически для России масштабные поставки в Центральную Азию заблокированы, как и в Китай через Казахстан. Это и дает Казахстану преимущество, позволяя ему вести реэкспорт зерна из Российской Федерации.